познакомились с крымской царской Скифией и ее столицей, знаменитым античным городом I века нашей эры Неаполем Скифским. Но в Крыму жили не только скифы, но и другие арийские племена, которых называли таврами, киммерийцами, сарматами и аланами. Предшественники скифов, тавры, поселились здесь еще в эпоху бронзы. Живший на рубеже нашей эры, знаменитый греческий географ и историк Страбон пишет в своей географии, что большую часть Крыма занимало скифское племя тавров. Он упоминает также о Балаклавской бухте, гавань с узким входом, где жили тавры, скифское племя. Эта гавань называется Симбалон-Лимен. Оба слова переводятся с астинского языка как «встреча друга». В I веке в античных источниках тавров стали называть тавроскифами или скифотаврами. Все исследователи согласны с тем, что таврам принадлежали могильники из так называемых каменных ящиков. Вместе с погребенными хоронили различные вещи – оружие, мечи, кинжалы, стрелы и конскую сбрую скифского типа, многочисленные бронзовые украшения – кольца, браслеты, височные подвески, гривны, бляшки, серьги, бусы. Основываясь на сходстве отдельных изделий из таврских могильников с находками в памятниках кубанской культуры на Северном Кавказе, можно реконструировать процесс миграции в эпоху бронзы некоторых племен из Центрального и Северного Кавказа через Керченский пролив в Крым. Инфильтрация кавказских племен шла постепенно. В конечном счете, выходцы из горных районов Северного Кавказа осели в Крымских горах, где за ними закрепился этноним «тавры». Александр Михайлович Лесков. Тавры – это у нас название, которое нам дают письменные источники. В археологии таврский компонент этнический принято называть как кизилкабинская культура. Вот буквально, опять же, в прямой видимости, вот у нас в Салгирской долине находится самая длинная в Крыму пещера. Называется Кизилкаба или Красная пещера. Вот, ее протяженность составляет в настоящее время более 25 километров. Она шестиэтажная, внизу подземная река Кизилкабинка, которая является одним из истоков Салгира. И Кизилкаба, и ряд других памятников, связанных с пещерами, принято считать как святилище. Одно из древнейших святилищ тавров находилось в пещере Енисала. Впервые спустившись в пещеру, археологи обнаружили многочисленные черепа и рога домашних и диких животных. В нижнем зале на массивный сталагмит был насажен череп тура, а вокруг была черная лощеная керамика. Известный крымовед Щепинский писал: вероятно, в пещере в определенные дни и месяцы горел священный огонь, исполнялись культовые обряды и складывались жертвенные дары, предназначенные божествам. В таврских святилищах хранились около 1000 древних предметов, античных монет. Также были обнаружены предметы древнего вооружения, фрагменты кольчуг, ножи, дротики, трехгранные, как у скифов и алан, бронзовые наконечники стрел, посуда, украшения, черепа и рога домашних и диких животных. Эта же традиция сохраняется и сегодня во всех святых местах Осетии. Расположенные по кругу несколько каменных глыб весом в десятки тонн на склоне горы Ильяс-Кая известны как Храм Солнца. Сооружение занимает более гектара земли, а кромлехи достигают высоту 10 метров. Можно предположить, что к его созданию приложили руку тавры, ведь именно им историки приписывают возведение мегалитических конструкций на территории Крыма. Существует мнение, что храм Солнца, наклоненный по отношению к хребту на 45 градусов,
служил приемо-передающим устройством, работавшим по принципу современных антенн. Каменный алтарь, расположенный в центре, был передатчиком, а камни вокруг – отражателями. В результате энергия аккумулировалась в центре антенны. По древнему обычаю, те, кто хочет очистить и наполнить организм энергией, попросить здоровья и счастья, должны оставить на алтаре дары – монеты, украшения. Когда скифы приходят сюда, вот в район нынешнего Неаполя, на подступах к владениям тавров, конфликта не происходит. Вот, судя по всему, какие-то были родственные отношения, которые в дальнейшем привели к появлению браков между представителями тавров и скифов, и в дальнейшем скифы ассимилировали тавров. И так появился новый сплав этносов, который получил название как тавро-скифы. В IV-III веках до нашей эры скифов вытесняют на север и на юг, в Крым, родственные им ираноязычные племена сарматы. Они заняли Причерноморье, Прикубание и Северный Кавказ. Первые представители сарматских племен появляются на территории Крымского полуострова еще во II веке до нашей эры. Это такие у нас есть первые, самые такие ранние археологические следы, курганы, в том числе и богатейшие курганы. Вот один из них – это так называемый Нагайчинский курган, который был раскопан на территории Нижнегорского района Автономной Республики Крым. Там было найдено поистине уникальные произведения искусства. Там была захоронена женщина, влиятельная, знатная, богатая. Вот. И там были найдены совершенно потрясающие украшения, перстень со вставками, серьги, браслеты, которые оканчивались фигурками животных. То есть вещи, которые, скажем так, если назвать одним словом, представляют классический сарматский звериный стиль. Сарматы носили ту же одежду, что и скифы – кафтан и шаровары, плащ из шерсти, голову покрывали башлыком или остроконечной шапкой. У сарматов было сильно развито прикладное искусство. В изделиях сочетались драгоценные металлы, золото с цветными камнями и цветной эмалью. Широко применялось стекло в золотой оправе, расцвеченное драгоценными камнями, бахромой золотых цепочек и привесок с вставленными золотыми камешками. Мы побывали на одном из могильников сармато-аланского периода, находящемся недалеко от города Симферополя. Могильник Нейзац. Первыми людьми, которые здесь хоронили, были сарматы. Они жили здесь довольно долго. Когда после середины III века и особенно активно на рубеже III и IV веков нашей эры сюда стали проникать новые люди. Мы предполагаем, что это были предки средневековых кавказских алан, потому что в таких же точно по конструкции склепов хоронили и те люди, которые жили на территории Северного Кавказа, в частности Осетии, уже в средние века, когда мы имеем письменные источники, которые называют этих людей аланами. Погребальный инвентарь весьма разнообразен. Здесь найдены различные предметы вооружения, только мечей там больше 30 штук. Иногда в могилы клали копья, иногда стрелы, от которых остаются железные наконечники. Огромное количество разнообразных деталей конской сбруи. Это удила, псалии, так называемые, различные подвески, которые украшали морды коня. Есть множество украшений, браслетов, колец, серег, перстней и многих других. Бус найдено больше, около 50 тысяч уже только бус одних, потому что сарматский обычай заключался в том, что бусы носили на шее, не только на шее в качестве ожерелья, но и обшивали ими края женской одежды. Поэтому есть могилы, в которых больше 1000 бус в одной могиле. Сосуды тут найдены, например, стеклянных сосудов больше 100, больше 1000 лепных так называемых сосудов. Аланы в дальнейшем, судя по всему, окончательно ассимилировали тавро-скифский компонент.
Вот. И в предгорьях Крыма, на территории Бахчисарайского, Симферопольского, Белогорского района, появляется целый ряд аланских некрополей. Главной крепостью Крымской Алании был Кыркор. Аланское название крепости не сохранилось. Это один из знаменитых пещерных городов Крыма. Ему мы решили посвятить еще один из дней нашего пребывания в Крыму. Дорога к крепости ведет через очень живописное ущелье. Одно из самых ранних его описаний принадлежит арабскому географу Абуль-Феде, побывавшему здесь в 1321 году. Кырк-Ер расположен в стране асов, аланов. Его имя звучит по-турецки «40 крепостей». Это укрепленный, труднодоступный замок. Он находится на неприступной скале. Вершина горы плоская. Здесь жители страны укрываются в минуту опасности. Крепость эта находится в некотором отдалении от моря. По соседству возвышается большая гора Чатыр-Даг. Абуль-Феде. Известно, что с самых древних времен на этом плато жили тавры и скифы. В VI веке в этих местах поселились аланы. Принято считать, что именно в это время и был построен этот загадочный пещерный город. Аланы жили здесь в течение 800 лет, до монголо-татарского нашествия середины XIV века. Владельцы крепости аланы и готы были разбиты, а татары поставили здесь свой гарнизон и поселили пришедших с ними караимов и иудеев, живших прежде в долине. С XVII века город сменяет название на Чуфут-Кале, что означает «иудейская крепость», так как в течение 200 лет, вплоть до XIX века, здесь обитала только караимская община. Здесь сохранились улицы с целыми зданиями, подвалы, мавзолей, крепостные укрепления. Благодаря оставшимся домам можно представить, как выглядела архитектура и других крымских пещерных городов, от которых остались только руины. Дома строились на поверхности, а пещерными были только вспомогательные помещения, подвалы, склады. При этом экскурсоводы уверяли, что строить пещерный город было совсем несложно, поскольку скалы здесь известняковые. Но думается, что это не под силу было бы, скажем, нашим современникам. А самое главное, сегодня даже для самых дотошных исследователей все еще остается тайной истинное предназначение вырубленных в скалах городов. Метрах в 100 от ворот за пределами крепости Чуфут-Кале в 1998 году был случайно обнаружен загадочный колодец, которому дали название Тик-Кую, длиной 130 метров и глубиной 45 метров. Смотрители этого уникального исторического объекта сообщили нам, что колодец строили аланы. На глубине 26 метров от вертикальной шахты отходит и ведет на поверхность наклонная галерея со ступенями. Она прорыта с таким расчетом, чтобы в дни весеннего равноденствия это подземелье освещали первые лучи восходящего солнца. Первоначальная гипотеза, что Тик-Кую – это всего лишь обыкновенный колодец для добычи воды, не выдерживает критики. Во-первых, Тик-Кую расположен вне крепостной стены Чуфут-Кале и был бы бесполезен во время осады. Во-вторых, рядом с ним течет источник, из которого жители доставляли воду в крепость. Существует гипотеза, что Тик-Кую является древнейшим культовым местом. С именем
именем Алан связан еще один легендарный город – Мангуб-Кале или Баба-Даг, что в переводе с алано-осетинского «Бабая-Адаг» означает «ущелье деда». Руины самого большого по площади древнего города сохранились на вершине горы Мангуб, название которого с алано-осетинского «Монкоп» можно перевести как «дух выпуклый» или «выдающийся». Величественно поднялся этот горный массив над долинами Королевской, Айтодорской и Джан-Дере. С северной стороны вытянулись его 4 мыса. Археологи установили, что еще до нашей эры здесь возникло поселение тавров. Согласно официальной науке, на плато пришли в III-IV веках скифы-сарматы. Столетия спустя их сменили алано-готы и начали строить укрепления. Аланы вместе с готами, вот они и были той переселенческой волной, которая смела позднескифское государство, приблизилась максимально к городам, которые в это время находились под контролем Византийской и еще Римской империи. Это Херсонес, до которого у нас здесь всего лишь около 20 километров. Это, кстати, и объясняет появление здесь вот мощных крепостей, таких как Мангуб и Эски-Кермен. Памятниками их здесь присутствия, прежде всего, выдающими этническую принадлежность, являются, конечно, могильники. Огромный могильник находится с южной стороны Мангубского плато. Там у нас сейчас ведутся археологические раскопки, формы погребальных сооружений, которые сюда были принесены с Северного Кавказа. Плюс к этому сама практика, ритуал захоронения, сопровождающий тризной, тоже это вот имеет типичные такие аланские, северокавказские черты. С аланами мы связываем знаковую систему. Вот на блоках оборонительных стен нам известны уже сотни знаков. И они находят свои аналогии в основном в сарматской среде. А кто такие аланы? Это же это позднее сарматское племя. У нас есть письменный источник, это послание епископа Феодора, который находился в Херсонесе, и он пишет о том, что окружением Херсона, Херсон так назывался город в средние века, являются, как бы щитом ему от внешних угроз, являются малые аланы. Малые аланы. И вплоть до 15 века, вот есть Иосафат Барбара, у нас такой венецианский автор, тоже вам, наверное, знакомый, он в середине 15 века находился в Кафе, в генуэзской колонии. Вот, но он описал Крым, и он пишет, что значит, вот, по берегу моря расположена территория, которая называется Готия, а за ней Алания. Это середина 15 века. И дальше у него интереснейший вот такой вот момент в его сочинении. Он пишет, что когда-то готы и аланы были одним племенем, стали одним племенем. Почему их и называют гото-аланы? Мы сейчас находимся возле естественной скальной расселины, по которой можно подняться на территорию плато. Во второй половине VI, начале VII века эта доступная часть была перегорожена мощной оборонительной стеной. Но до этого времени здесь это место также привлекало внимание людей, потому что вот в этом небольшом гротике располагалось раннесредневековое языческое святилище. Когда здесь были проведены археологические исследования, было выявлено значительное количество фрагментов тарной посуды, в первую очередь амфор, которые датируются в пределах конца III-IV веком, и остатки терракотовых статуэток. Вот. Таким образом, с учетом такой сакральности этого места, было сделано, по крайней мере, предположение, что здесь могло находиться это святилище. Кроме того, напротив этой расселины, вот в горах, находилось еще одно святилище на горе Бабулган, где была сделана масса находок, опять же, этого же времени. И поэтому, возможно, вот находилась какая-то вот здесь сакральная связь между этими объектами. Это святилище было связано как раз-таки с жизнью, деятельностью
и в главную очередь языческими представлениями алан. Известно, что первые христианские храмы сооружались на месте древних святилищ. Почему? Изначально древнейшие святилища создавались в особых космических местах, где людям было легче общаться с Богом и небом. И именно в сакральных местах предписывалось совершать различные религиозные и магические обряды. Считалось, что отправление обрядов и совершение ритуалов вместе с открытым каналом связи с высшими силами и, конечно же, в нужное время существенно повышает их эффективность. Арийские жрецы служили 12 сторонам неба. Главные обряды совершались в дни солнцестояния и равноденствия. Судя по всему, эти места были определены как священные еще в глубокой древности первопоселенцами – тавроскифами и аланами. Об энергетической силе этих мест говорят и сегодня. Во всем мире, где есть святые места, к ним нужно относиться с уважением. В таком месте нельзя говорить о плохом, в таком месте нельзя выплескивать свой негатив, потому что этот негатив, он к тебе возвращается в десятикратном размере. Это место, в которое, если опустить зерно, то оно вырастет в полноте в своем. И это зерно – это наши эмоции, мысли и наш путь собственный, личный. Просто так нельзя прийти в святыню и начать разговаривать о бытовых вещах. Нельзя там разговаривать о том, что у тебя скотина заболела, или тебе зарплату не выплатили. Потому что это убивает место, это неуважение к нему. Но если ты понимаешь, если ты приходишь в это место для того, чтобы прислушаться и понять, что произошло, почему у тебя та же скотина заболела, почему тебе зарплату не выплачивают, то ты обретешь мудрость, это место даст тебе мудрость, оно раскроет тебя. Мангуб не случайно считается одним из сакральных центров Крымского полуострова. Знающие, ведающие приезжают сюда издалека, чтобы набраться сил и здоровья. Эту невероятную энергетику ощутила на себе и наша съемочная группа. После целого дня непрерывной работы под палящими лучами солнца, после спусков и восхождений, по возвращении в гостиницу никто из нас, к удивлению, не ощущал никаких признаков усталости. Сказочной красоты панорама открывается взору с любого края плато Мангупа. Появляется невероятное ощущение полета над этими девственными лесами и причудливыми изразцами скал. Соглашаешься с данным этому месту названием в народе – город в Поднебесье. Еще одна удобная и необыкновенно красивая бухта на Крымском побережье связана с древней арийской цивилизацией. Сегодня здесь находится известный курортный город Феодосия. Как считают ученые, этому городу свыше 2500 лет. Страбон называет Феодосию границей владений тавров и боспорцев. Здесь найдены фрагменты чернофигурной таврской керамики и греческие терракотовые статуэтки. В конце второго, начале первого тысячелетия до нашей эры Крымский полуостров населяли арийские народы тавры, кемерийцы и скифы. У выгодной бухты на небольшом выступающем мысе таврами была основана крепость Ардавда, что в переводе с алано-осетинского означает «семибожная». Судя по археологическим находкам, на небольшой прибрежной возвышенности располагалось древнейшее таврское поселение. На этом холме находилось главное укрепление – цитадель, замок. К цитадели с северной стороны примыкало поселение, занимавшее площадь около 6 гектаров. Оно просуществовало не менее 6-7 веков, прежде чем начался следующий этап в истории этой части Крыма. Связан он с греческой колонизацией в конце VI века до нашей эры.
выходцы из Милета в материковой Греции основали на мысе древней Ардавды свою колонию, наименовав ее Феодосией или Богом данной. В начале I века нашей эры город покоряет Римская империя, а во II веке завоевывают аланы, ему вновь возвращают имя Ардавда. Потом наступают эпохи монголо-татаров и Османской империи, во времена которой, как рассказывают, турками была достроена эта крепость, сохранившаяся до наших дней. Как видим, не только Феодосию, но и весь Крым в целом рвались завоевывать одни за другими многие народы. Даже и сегодня не прекращаются споры за право обладания им. Крым – это святое место, оно издревле было святым. Сюда тянулись очень многие народы, сюда приходили люди действительно как в паломничество. Они здесь находили и себя, и находили свою судьбу. Те, кто приходили с мечом, они здесь погибали. Те, кто уважали эту землю, они оставили след. Во все время нашего пребывания в Крыму нас не покидало чувство незримого присутствия предков. Было ощущение, будто они ведут нас своими дорогами, подсказывают маршруты, стучатся в наши сердца, желая донести до нас затерянную в веках истину о своем прошлом. Они жили здесь на протяжении 2500 лет. После заката эпохи скифов и алан прошло 700 лет, и с тех пор в Крыму непрерывно идет наслоение друг на друга культур приходящих сюда народов. Покрылись пылью забвения образы благородных алан, мудрых скифских царей и загадочных древних тавров. История Крыма переписывается новыми поколениями ученых. И на слуху у крымчан сегодня в основном имена греков, татар, генуэзцев, турок и караимов. Но вновь и вновь, словно трава сквозь асфальт, пробивается сквозь толщу веков и славное имя скифов. Сегодня, когда человечество стоит на пороге новой эпохи, перехода на следующую ступень эволюционного развития и вступления в шестую расу, настало время вернуть те космические знания, которыми владели скифы. Сейчас необходимо вернуться к истокам, к изучению всеобщих законов мира и объединению всего человечества в осознании себя как детей единого Бога, Творца Вселенной, чтобы точно знать ответ на самый главный вопрос – кто мы и куда идем. То если действительно произойдет это чудо, и человечество поймет, что мы все едины, что нет разницы, кто ты татарин, русский, украинец, осетин, грузин или еще кто-нибудь, то человечество, оно станет одним единым, окончательно. Весь мир со всеми своими прекрасными сторонами, он сможет перебороть все, что уже отжило свое, весь негатив, всю войну, все абсолютно, что мешает человеку быть человеком, что возвращает его на уровень животного. Мы поднимемся выше. Грядет действительно просветление всего человечества. Искренне желаю, чтобы люди всего мира это поняли. Спасибо вам, что вы приехали.